Эти юные школьники не теряют ни минуты, чтобы разглядеть в главной студии каждую деталь. Чтобы заслужить такую экскурсию, учащиеся лицея одаренных детей прошли курс журналистики на отлично. В награду сотрудники нашего канала, наставники будущих профессионалов постарались показать юным гостям изнутри всю телевизионную кухню. До тех пор, пока мы сюда не пришли, я хотел стать журналистом или телеведущим. Но посмотрев камеры и все, что нам говорили операторы, теперь мне очень хочется стать оператором. Тут интересно, можно приближать, удалять, снимать разные, что хочешь. Можно снимать тех, которые какую-то программу, можно стать, снимать все, что хочешь. И главное – желание. Свои эмоции дети не скрывают. Со всех сторон их окружают камеры, прожекторы, операторы. Как и принято, этому поколению ребят снимают все на свои смартфоны. В скором времени этим нужно поделиться в социальных сетях, так сказать, для своей аудитории. Этот день они запомнят надолго. Всем привет, меня зовут Добек Магомед. Я учусь в Центре одаренных детей Алиб. Вы на канале ЧИС. Рабочему процессу экскурсия никак не мешает. Наоборот, таким гостям здесь только рады. И хоть дети не часто смотрят новостные программы, но малую студию новостей 24 узнали сразу, а уже после идут в аппаратную. Здесь выстраивают сетку вещания. Подстраиваем так, чтобы не было лишних пробелов, проскоков, и все было как идеально. Вот, правильно говорю. Аппаратное сердце телекомпании. Нажав не ту кнопку, можно сорвать прямой эфир. И дети это понимают. Главный режиссер НТРК Ингушетия Лейла Гойгова показывает, как именно проходит процесс записи программы. Вот кнопочки. Вот смотрите, первая камера, вторая камера, третья, четвертая. Да. Ага. Обычно вот режиссер тут сидит, вот сюда команды подает, там стоит оператор, с кем вы уже знакомились. Помните операторы? Да. Вот. Вы оператору даете команду, вот дай мне там камеру один. В жизни НТРКшников нет времени на отдых. Здесь постоянно идут съемки, готовятся к выпуску телепередачи. Вот и в информационном отделе рабочий процесс в самом разгаре. О том, как делать новости и о нелегких буднях журналиста, детям рассказывают корреспонденты Ньюсрума. Интересно работать журналистом? Конечно, интересно, потому что мы бываем в разных местах, мы отрабатываем разные темы, мы видим в день как минимум 10 новых лиц, общаемся с разными людьми и, естественно, мы в курсе всех новостей и стараемся вам выдавать свежие новости, интересные новости. А вы смотрите новости? На нашем канале я смотрю новости 24. И чем оно тебе нравится? Когда там рассказывают про интересные новости и про интересные случаи. Попробовать себя в роли корреспондентов тут же вызвали сразу несколько ребят. Ахмед Хашагульков свое первое интервью берет у шеф-редактора новостного отдела. В чем заключается ваша работа? Моя работа – это давать задания корреспондентам, следить, как они его делают, проверять тексты корреспондентам, потом смотреть сюжеты, что из этого вышло, и давать оценку, что было плохо сделано, что хорошо, где ошибки, в следующий раз, чтобы их не повторять. Далее школьники отправились в редакцию утреннего вещания. Работа этого отдела отличается от Ньюсрума прежде всего темпом и подачей контента. Нет той строгости, которая присуща новостникам. После ведущими и корреспондентами утра у юных журналистов появились идеи для будущих авторских программ. В редакцию тематических программ школьников встретила Ами Амир. Телеведущую ребята узнали сразу и засыпали вопросами. От встречи с телевизионщиками гости остались в восторге, тем более после такого мини-концерта. В небольшой монтажной комнате впервые так многолюдно. Здесь ребятам рассказали обо всех особенностях процесса монтажа. Но прежде чем собрать сюжет, один из школьников даже записал закадровый текст. В социальных сетях активно обсуждается тема разрушения облачного комплекса «Волнушки». Причины проводятся разные, начиная от капризов погоды и заканчивая увеличающимся количеством туристов в горную часть региона. За этот день дети успели попробовать себя в роли корреспондента, ведущего и режиссера. Такая возможность появилась благодаря образовательному интенсиву лицея Центра одаренных детей, в рамках которого школьники смогли на протяжении недели обучиться таким направлениям, как журналистика, режиссура и арт-терапия.
Когда дети приходили, мы спрашиваем у них, откуда они, сколько им лет и кем они хотят стать в будущем. Мало кто из них хотел стать журналистом, но они выбрали это направление, потому что им интересно, что это, узнать, что это такое журналистика. Но сегодня, когда ты у них спрашиваешь, половина из них хотят стать журналистами. Если даже кто-то из них в будущем станет один журналистом, я думаю, это большой прогресс. Ну вот сегодня мы заметили такую тенденцию, что вот после этой экскурсии, если мы в начале, когда с ними знакомились, они говорили, что мы еще не решили, кем мы будем, то на данный момент они вот все дружно заинтересовались, кричали, да, это уже мы будем хорошо. Журналистами. Узнав телевизионную кухню изнутри, дети отправляются на радио, которое вещает на волне 88,8 FM. В прямом эфире можно поздравить или передать привет своим друзьям, послушать любимую музыку, ну и обсудить самые актуальные в нашей республике темы. Больше всего мне понравилось радио, потому что там можно разговаривать, и есть определенная волна. Мне 13 лет. В будущем я хочу быть футболистом или программистом. А почему решил именно пойти на журналистику сейчас? Мне интересно было посмотреть, какие тут аппараты есть, и впервые увидеть своими глазами. Потому что не каждый день сюда может попасть. Тебе понравилось? Да. Какую бы ты оценку поставил нашей работе? 10 из 10. Один день из жизни работника телевидения каждому из ребят запомнился по-разному. Многие из них смогли примерить на себя творческую профессию и понять, насколько им в ней комфортно. Экскурсию на национальном ребята запомнят надолго. Хава Гагиева, Асхаб Билакиев, Новости 24.